والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة. Итак, это Абу Бакр Сиддик, который сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям: не войдет в рай обманщик и скупой, и тот, который имеет плохое обхождение. Ахраджат Тирмизи, хадис придет Тирмизи. Сказано, что он разделил между двумя хадисами. В иснаде в его иснаде есть слабость. Хадис этот, на самом деле, братья, и по цепочке своей передачи является слабым. Хадис является слабым. Передают его от Абу Бакра Сиддик. Абу Бакр Сиддик. Как звали Абу Бакра Сиддика? Абу Бакра Сиддика звали Абдулла бн Усман бн Аби Кухафа. Это его имя. Почему Абу Бакр удостоился этого звания, этого прозвища Сиддик? Сиддик правдивейший, потому что он верил пророку алейхиссалату вассалям без всяких колебаний. Все, что сообщал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, от своего Господа, Абу Бакр принимал это без каких-либо колебаний, совершенно без колебаний. Поэтому Сиддик, тот, который достиг высочайших пределов в вере, в принятии на веру истины. Также говорят, что он назван Сиддиком, потому что он поверил пророку алейхиссалату вассалям тогда, когда пророк алейхиссалату вассалям был перенесен из Мекки в Бейтуль-Макдис ночью, а потом был вознесен на небеса. Когда это случилось, утром пророк алейхиссалату вассалям рассказал людям о том, что он был ночью в Бейтуль-Макдис в Иерусалиме. Бейтуль-Макдис, правильно мы говорим, да? Бейтуль-Макдис называем. Они стали смеяться над ним, стали говорить: как? Как ты смог ночью, за одну ночь поехать туда, вернуться, если туда путь 2 месяца? Такого не может быть. А потом, когда он еще сказал им, что он был вознесен на небеса, они тем более стали издеваться. Пошли к Абу Бакру и сказали: ты слышал, что твой товарищ говорит? Что он был в Бейтуль-Макдис, потом вознесен на небеса. Абу Бакр сказал: он сказал это, да, он сказал это, значит это так. То есть не колеблясь поверил. Говорят, что поэтому он называется Сиддик. Получил прозвище Сиддик, правдивейший. Но мы скажем, что первое объяснение, оно более широкое. Что более правильно, более широкое. То есть он верил, принимал на веру слова пророка алейхиссалату вассалям совершенно без каких-либо колебаний. И принял ислам без колебаний. Когда пророк алейхиссалату вассалям предлагал людям принять ислам и доносил до них ислам, люди колебались сначала. Хорошо? Испытывали какие-то немножко сомнения, что-то уточняли, испытывали какие-то колебания внутри, а потом принимали ислам. Абу Бакр нет. Абу Бакр, когда был предложен ему ислам, без малейших колебаний принял его. Поэтому он получил это имя. Сиддик, Сиддик, то есть, который принимает истину в высшей степени. Абу Бакр, он лучший человек в этой умме после пророка, алейхиссалату вассалям. Лучший человек в этой умме после ее пророка. Скажите, а из всех общин, какая община самая лучшая? Община этого пророка, Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, по свидетельству Всевышнего Аллаха. Если он лучший человек в общине, а эта умма является самой лучшей из всех общин, то значит он самый лучший человек из всех людей после пророков и посланников. Хорошо. Если он правдивейший в этой умме, а эта умма лучшая из всех общин, значит, он первый правдивейший, самый главный правдивейший из всех людей, если не считать пророков и посланников. Поэтому, когда говорят просто ас-Сиддик, не называя имя, правдивейший, тогда мы сразу понимаем, что речь идет о Абу Бакре, ради Аллаху та'аля, пусть Аллах будет доволен им. Так сказано в этом хадисе, что не войдет в рай хиб. Хиб тот, который обманывает, обманщик, который обманывает людей. Не войдет в рай. Не войдет в рай. Что это значит? Не войдет в рай, значит то же самое, что мы говорили в предыдущем хадисе. Не войдет в рай каким образом? То есть вхождением безоговорочным, неограниченным, без расчета, без наказания.
То есть он сначала будет подвержен наказанию. Потом сказано бахиль, скупой. Скупость. Что такое скупость? Скупость это когда человек не выполняет, не дает то, что он обязан дать. То есть имущество, если он обязан его дать, он не дает. Жадничает. Жадничает своим авторитетом. Когда он должен своим авторитетом кому-то помочь, он жадничает. Когда он должен своим знанием поделиться, он жадничает. Это все что? Это все бухар, это скупость. Третье сказано, сейюль маляка, то есть тот, кто имеет плохое обращение с людьми. В обращении он скверен. Так 3 качества. Первое качество, которое названо здесь, это какое качество? Качество обмана. Не войдет в рай обманщик, сказано. Да, хадис он слабый по цепочке передачи, но есть другие хадисы, которые указывают на недопустимость обмана. О каком обмане идет речь здесь? Об обмане, когда человек обманывает кого-то, кто ему доверился. Хорошо? Вот это вот есть тот самый порицаемый обман, недопустимый обман. Человеку, когда ему доверился, например, в торговле, есть торговый партнер, который сейчас заключает с тобой сделку. Раз заключает с тобой сделку, значит он что? Доверился тебе, он заключает с тобой договор, а ты его обманул. Хорошо. Или кого-то уверил в безопасности, а потом обманул. Или кого-то уверил в том, что ты доверенный человек и никому не разгласишь его тайну, сам разгласил. Обман, он недопустим, это из великих грехов. Из великих грехов. Но каждый ли обман заслуживает вот таких угроз, на самом деле? Мы сказали с вами, нет, тот обман, именно который является порицаемым, это какой обман? Когда есть доверие со стороны кого-то тебе, а ты его обманываешь. Хорошо? Человек доверяет тебе какую-то тайну, а ты разглашаешь эту тайну, обманываешь его, распространяешь среди людей. Или ты имеешь какие-то с ним отношения, торговые это отношения, или еще какие-то. Он доверяется тебе, ты обманываешь его. Купля-продажа. Человек начинает говорить, вы знаете, этот товар, он такой хороший товар, и недостатки скрывает. Или я сам этот товар купил по такой-то цене, вот оттуда, и лжет при этом. Это обман, недопустимо. Вот это есть тот самый обман, который что является порицаемым. Но если обман к месту, бывает обман, когда он к месту, когда он недопустим, тогда это уже будет что? Непорицаемое качество. Это будет уже тогда достойное качество, достойное похвалы. Хорошо? Поэтому послушайте, что Аллах Субхану ва Тааля, Он говорит в Коране, «Инналь мунафикина юхадиуна Аллаха ва хуа хадиу». Поистине мунафики, лицемеры, они обманывают Аллаха, пытаются обмануть Аллаха, а Аллах обманывает их. Воздаяние им, как наказание им, они обманывают Аллаха, получают, что воздаяние, обман. Или другой пример. Другой пример. Война. Во время военных действий допустим ли обман? Да, допустим обман. И в этом случае это будет что похвально на самом деле. Почему? Потому что указывает на то, что человек, который сделал это, он более смекалистый. Он умнее того. Хорошо, он выше того, способнее того и так далее. Пример этого рассказывает, что Амир аль-Муминин, повелитель праведных, Али ибн Аби Талиб, во время одного из сражений вышел для схватки с одним из неверующих, которого звали Амр ибн Вад. Это называется мубараза. Это было раньше, сейчас такого нет. Раньше, когда должно было происходить сражение со стороны враждующих сторон, сражающихся сторон, выходили люди сначала по одному человеку, или по 2 человека, или по 3 человека. Хорошо, между ними происходила схватка, а потом уже начиналась битва. Для чего это было? Выходил вот так человек с одной стороны, с другой стороны. Если одерживал победу кто-то из них, то это вселяло уверенность тем людям, которые за его спиной, в сердца их. Хорошо? Они уже потом, после этого, с особой силой, с надеждой, с усердием потом начинали сражаться.
То есть это поднимало их настроение. И наоборот, если проигрывал, то тогда та сторона проигравшего, она испытывала что некое такое разочарование, некое колебание потом. Вот это называется мубараза. Это было в прежние времена, как бы то ни было, Али ибн Аби Талиб, он вышел для вот такой мубаразы, для такой схватки с этим человеком. Так вот, когда тот человек вышел Али ибн Аби Талиб сказал ему: я не вышел, чтобы драться с двумя людьми. Посмотрите, тот вышел, и вышел Али ибн Талиб. Али ибн Аби Талиб сказал ему: я не вышел, чтобы сражаться с двумя. Тот человек удивился, он подумал, что значит там сзади кто-то еще тоже вышел вместе с ним. Хорошо, и поэтому он вынужден был обернуться, и в это время Али ибн Аби Талиб отсек ему голову. Что мы скажем? В данном случае это был порицаемый обман? Нет. Потому что это война. Тут человек не должен был, тот человек, что вести себя таким наивным образом. Что? Потому что никто ему и не давал никаких гарантий или намеков на безопасность в данном случае. Поэтому здесь это будет что? Дозволено. И будет даже похвально. Далее сказано здесь: не войдет в рай кто? Бахиль, то есть скупой человек. Об этом мы говорили уже с вами раньше, о том, что это порицаемое качество. Всякий вид жадности – это порицаемая жадность. Иногда называют ученые в виде похвальных видов скупости, когда человек скупится на свое время свободное, на свое здоровье. То есть он ни в коем случае не использует свое свободное время или здоровье, для совершения грехов, или для проведения их в каких-то пустых занятиях. Хорошо, он дорожит каждой минутой, дорожит минутами своего здоровья. Далее сказано: сейюль маляка, человек, который имеет плохое обращение с людьми. Да, это плохо, плохое обращение с людьми это плохо, но есть некоторые исключения, когда это дозволяется. Когда? Аллах Субхану Тааля дозволяет это, если это в качестве отмщения равноценным, тогда Аллах Субхану Тааля дозволяет. Мы не скажем, что это самое лучшее. Лучшее, что прощение, если оно уместное. Но ответить тем же Аллах Субхану Тааля дозволяет. То есть на плохое обращение, таким плохим обращением, в той же степени. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит: «Фаманя тада алейкум, фатаду алейби мислима тада алейкум». Если кто-то приступает против вас, можете приступить против них настолько, насколько они приступили против вас. Это что касается данного хадиса.